Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Московский «Спартак» победил Магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата. Результат встречи 4-2 в пользу красно-белых. Тем самым «Спартак» гарантировал себе участие в плей-офф континентальной хоккейной лиги. «Металлург» же пытается пробиться в восьмерку лучших команд Восточной конференции. «Спартак» набрал 70 очков в 56 матчах и занимает 5-е место в таблице Западной конференции за 6 игр до окончания регулярного чемпионата. В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с уфимским Салаватом Юлаевым, а «Металлург» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 13 февраля. Продолжаем обзор хоккейных игр. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе победителей с заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Сергей Толчинский и Алексей Марченко. У проигравших единственная шайба на счету у Тайрати. В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает занимать первое место, набрав в 56 матчах 86 очков. «Торпедо», имея в активе 58 очков после 56 игр, идет восьмым. В следующем матче ЦСКА примет «Борис» из Нур-Султана. «Торпедо» на своем льду сыграет с санкт-петербургским «СКА». Обе встречи пройдут 13 февраля. Результаты других матчей игрового дня следующие. Новосибирская «Сибирь» уступила пекинскому клубу «Кунлунь» со счетом 0-3. Салават Юлаев «Адмирал» 3-0 в пользу уфимцев. «Нефтехимик» «Локомотив» 4-3. Подольский «Витязь» обыграл клуб «Сочи» со счетом 2-1 в овертайме. «Юкерит» «Трактор» 3-2. «СКА» одержал победу у хабаровского «Амура». Результат встречи 3-2. По результатам жеребьевки женская сборная России попала в группу А Кубка Федерации по теннису. Соперниками станут команды Венгрии и Франции. В группе Б сыграют команды Австралии, Белоруссии и Бельгии. В группе С сборные Испании, Словакии и США. В группе Д теннисистки из Германии, Чехии и Швейцарии. Финальный раунд Кубка Федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии. Лучшие команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал. Финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего турнира. Матчи будут состоять из 2 одиночных и 1 парной встречи. Первый боец из Якутии, который выступил в организации UFC, больше не получит боев в самом известном турнире по смешанным единоборствам. Дебют Григория Попова в UFC состоялся в июне прошлого года. Якутянин выступил на турнире, досрочно проиграв экс-претенденту на титул Эдди Уайлденду. В ноябре Попов вбился в предварительном карде турнира UFC в Москве. В равном поединке он уступил раздельным решением судей Дэви Гранту. После 2 неудач в UFC приняли решение прекратить сотрудничество с 35-летним спортсменом. Всего в смешанных единоборствах боец легчайшего веса провел 17 поединков, победив в 13 из них и 4 раза проиграв. Также в UFC приняли решение отчислить Джуниора Албини, Калиндру Фария, Фрэндона Дэвиса, Бена Сандерса, Натана Коа, Даниэла Шпица и Сон Джен Суна. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.